Стали известны имена номинантов, занесенных в Золотую книгу почета молодежи Караганды. На ее страницы попали активные молодые люди, достигшие особых успехов в различных сферах. На торжественном награждении молодежи Караганды побывала и наша съемочная группа. Этот день для всех номинантов праздничный и волнительный, ведь их имена включены в Золотую книгу молодежи Караганды. А получили молодые люди такую награду за достижения в творческой, интеллектуальной, спортивной, научной областях. Занесение в Золотую книгу почета молодежи является мерой поощрения, которая учреждается акимом города Караганды в целях признания достижений молодых людей, которые сумели достичь особых успехов. Каждому лицу, занесенному в Золотую книгу почета молодежи, отводится одна страница, на которой размещаются фотографии размером 10 на 15 и раскрывающие его заслуги и достижения. В Золотую книгу вошли 17 имен по 14 номинациям. Среди участников журналист Юлия Демьянова. Девушка выиграла в номинации «Молодой журналист года». За ее плечами премия акима Алтын-Сункар. Курсы прохождения повышения квалификации в Москве и в Санкт-Петербурге. Сейчас молодой журналист работает корреспондентом в газете «Индустриальная Караганда» и преподавателем в Карагандинском государственном университете. Это очень хороший стимул для молодых, то есть молодым есть чему стремиться, на что опираться. Ведь сегодня вот они посмотрели, и у них, я думаю, в каждом в душе заронилась частичка того, что я еще больше буду работать, еще больше буду учиться, еще больше буду творить. Такая церемония награждения уже вторая по счету. Победителей отбирали карагандинцы путем электронного голосования. В этом году проголосовавших за номинантов насчитывается около 50 тысяч человек. Теперь Золотая книга молодежи будет храниться в Карагандинском областном историко-краеведческом музее. Бакытгуль Окасова, Виталий Силин, Евгений Макаров. 5 канал.